Хәерле көн. Без Казан гастрольләре мәдәни проектына багышланган матбугат конференциясын башлыйбыз. Наша пресс-конференция посвящена культурному проекту «Казанские гастроли». Һәм мен кунакларыбызны тәкъдим итәм. Натфуллин Дамир Данил улы, Татарстан Республикасы мәдәният министры урынбасары, Авзалов Азат Искәндәр улы, Казан шәһәре башкарма комитетының мәдәният идарәсе башлыгы, Бикчәнтәев Фәрит Рафкат улы, Алискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының баш режиссеры. Беренче сорау, Дамир Данилович, сезгә бу проектның максатлары белән таныштырып китсәгез иде. Хәерле көн, хөрмәтле җәмәгать, хөрмәтле конференцияда катнашучылар. Безнең бүген җыелуыбызның сәбәпле ул бик зур күләмле проект. Проект барлыкка килде. Безнең бергә шәһәр мәдәният өлкәсендә идарә белән бергә эшләнгән проект. Ул проект безнең хәзерге вакытта Казанда 100%-ка диярлек бөтен мәдәният йортлары төзекләндерелгән. Уважаемые гости, сегодня мы собрались по большому культурному событию. Речь идет о проекте, который реализуется совместно с Управлением культуры города Казани, с театрами города Казани и Республики Татарстан. Речь идет о том, что на протяжении 8 месяцев государственные театры будут проводить гастроли на площадках города Казани. В настоящее время в городе Казани имеется огромный ресурс. Это 17 домов культуры, которые все находятся в хорошем состоянии. В основу, в идею этого проекта было также, помимо того, чтобы люди, проживающие в Казани, в любых ее областях, имели возможность посетить и ознакомиться с театральным искусством, с театральными постановками. И была идея еще также республиканские театры, которые расположены, скажем, в Мензелинске, в Буинске, в Атне, в населенных пунктах, которые не имеют достаточное количество зрителя, чтобы они также имели возможность показать свои постановки в городе Казани. У нас есть идея, если этот проект он будет успешным, если интерес со стороны общественности он будет высок, есть планы о реализации в дальнейшем данного проекта на территории республики. Мы все прекрасно понимаем, что сейчас есть огромный ресурс также в республике. По поручению президента 2012 года реализуется программа капитального строительства и ремонта домов культуры. За это время почти 400 домов культуры были отремонтированы и около 200 вновь построенных. И этот ресурс, который мы считаем, он должен быть задействован. И я думаю, что все-таки эту практику мы ее в последующие годы будем стараться тиражировать на территории республики. Конечно, с учетом той специфики, со специфики постановки, с технических возможностей их учреждения, репертуар и возможности они будут корректироваться. Вот в целом. Рахмат. Азат Искәндәрович, бу проектның программасы белән таныштырып китсәгез иде. Хәерле көн. 2021 ел Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы дип игълан ителде. Узган ел Казанның барлык мәдәни үзәкләрен яңарту программасы 100%-ка төгәлләнде. 6 зур һәм 2 зур булмаган мәдәният йорты ремонтланды. Авыл клублары программасы нигезендә Казан бистәләрендә 8 яңа мәдәният йорты ачылды. 8 ай дәвамында шәһәрнең 17 мәдәният йорты сәхнәсендә әдәп баручы республика театрлары һәм профессиональ коллективларының спектакльләре күрсәтеләчәк. Репертуар һәм һәр мәдәният йортының үз аудиториясе өчен аның территориаль җирлеге һәм шундагы тамашачының өстенлекләренә таянып шулай ук туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы тематикасына туры китереп сайланачак.
хотел бы отметить то, что несколько цифр, 17 площадок, это среди которых 6 крупных дворцов культуры, и 8, если быть точнее, то 10 поселковых домов культуры, примут непосредственно театральные постановки и программы от ведущих творческих коллективов республики. Среди них, конечно, стоит отметить, это и государственный ансамбль песни и танца, и ансамбль танца «Казань», ансамбль «Бременщик», программу от Татарской государственной филармонии. Ну и, конечно же, это ведущие театральные коллективы Республики Татарстан, которые расположены как в Казани, так и на территории республики. Это и театр Галяскара Камала, и Тинчуринский театр, это и театр Качалова. Ну и, конечно, стоит отметить вот те коллективы, которые расположены за пределами Казани. Это и известные театральные коллективы: Атнинский театр, Альметьевск, Челны, Буинск, Нижнекамск, Бугульма, Мензелинск. Практически вся география профессионального театрального искусства Республики Татарстан, конечно, затронет этот проект. Ключевые вещи в этом проекте – это доступность всех площадок на территории города для коллективов, которые приедут на гастроли. Это первый момент. Второй момент. Важно понимать то, что люди, которые проживают в поселках, в данном случае получают на уровне профессионального искусства полноценные программы, конечно, которые будут подобраны с непосредственной спецификой площадки. Не на всех, скажем так, поселковых ДК возможно показать масштабные театральные постановки. Конечно, они будут адаптированы, но в любом случае важно то, что люди будут видеть это искусство непосредственно по месту жительства. Ну, ценовая программа всех спектаклей, она тоже сравнима. По сути дела, это нижняя планка ценового сегмента, то есть максимально доступна будет для жителей. Цены билетов будут от 300 до 500 рублей. При этом мы, конечно, понимаем то, что пандемическая ситуация пока позволяет нам зал наполнять на 50%. Мы пошагово будем стремиться до 70% загрузить залы. Предварительная договоренность с Роспотребнадзором у нас есть, но при этом мы, конечно, хотели бы, чтобы наши залы были полные, и будем к этому постепенно стремиться. Итого, за 8 месяцев мы, конечно, хотели бы максимальное количество спектаклей показать, но это покажет уже практика жизни. Первые несколько месяцев у нас сформированы, и проект уже начнет свою реализацию, по сути дела, с 28 февраля. Первый спектакль состоится 28 февраля в поселке Константиновка. С гастролями выступит Буинский драматический театр с участием народного артиста Раиля Садриева. Ну, среди ярких событий, конечно, мы ожидаем выступления и театра Галяскара Камала. Ну и все коллективы, о которых я говорил, свои уникальные программы покажут. Следите за соцсетями, мы постоянно будем выкладывать и обновлять историю закулисья. Мы хотим, конечно, иметь интервью с нашими выдающимися артистами, которые будут принимать участие в программах. Мы планируем мотивационную программу как для зрителей, так и для любителей театрального искусства в виде розыгрыша билетов, в виде интервью, в виде автограф-сессий. Все это будет. Хэштег «Казанские гастроли», хэштег «Казань гастроляры» – это тот хэштег, под которым будет работать проект в соцсетях. И более подробная информация с афишей будет уже по первому месяцу. Рахмат. Фәрит Рафхатович, бұл проекттің іштелігі білән таныштырып кетсеңіз еді, театрларға, тамашашыларға нендей яңалык алып келер дип сез көтәсез, һәм бұл проект ул Казан театрлары өчен тышкырак дип саныйсызмы, әллә читтәге театрлар өченме? Хәерле көн, хөрмәтле катнашучылар. Бу конференцияда мин нәрсә әйтә алам? Монда бөтен хәбәрләрне, бөтен мәгълүматларны Дамир әфәнде дә, Азат әфәнде дә,
менимче әйтеп бетерделәр. Мин нәрсә истәп әйтә алам, мин тыңлап утырам да, Совет заманында, 80-нче елларда, 70-нче елларда бу практика бик еш куллана идек без. Бөтен театрлар, татар театрлары җиридри, декаларда, мин хәтерлим, менә Казан тирәсендә, Казандагы мәдәният йортларында без еш кына көн саен диярлек спектакльләрне уйный идек. Шуңа күрә, мәсәлән, безнең театр өчен бу әллә нинди яңа практика дип әйтмәс идем. Ләкин чыннан да шул 90-нчы еллардан башлап бөтен декалар ябылды диярлек. Тормалык китерделәр аларны, анда базарлар оештырганнар иде, хәтерлисездер. Дека Химиковта базар иде. Шуңа күрә бу әлбәттә бик сөенечле күренеш. Безнең мәдәният йортлары яңадан ниндидер җан кертер өчен шуңа күрә бу чара минемчә бик әйбәт чара. Поэтому я думаю, что все получится. И действительно ситуация с пандемией действительно как-то ограничила доступ зрителей в театры, поэтому я думаю, это будет какой-то такой даже, наверное, взрыв интереса к театральным, концертным мероприятиям. Шуңа күрә без шулай Галиәсгар Камал театры будет участвовать активно уже с 9 марта в ДК Саид Галеева. Мы покажем новый спектакль «Хуш аулым», премьеру. И дальше уже у нас есть уже график, уже все договорено, оговорено с домами культуры. Это и Отары, и Вознесенская, и Константиновка, и вот Саид Галеев, как я уже сказал, Красная Горка. Вот это уже площадки, конкретные площадки, с которыми уже есть договор. Вот. И учитывая вот то, что сказал Азат Искандерович, и что это все-таки связано вот с той программой, которая заявлена нашим президентом, объявленным годом родных языков. Поэтому, конечно, репертуар тоже будет, соответственно, подбираться. Ну вот и все, наверное, что еще могу добавить. Дальше вопросы. Сұрауларға көшейік. Әйе. Татаринформ. Фәрит Рафкатович, бу безнең тамашачыны ялкауландырмасмы икән? Аларга Камал театрының үзенә килү ниндидер бер вакыйга дип кабул ителергә тиеш бит инде ул. Сез үзегез барасыз хәзер. И сорауның икенче өлеше Азат Искәндәровичка, әгәр шушы читтәге поселокларга автобус биреп, анда бушка автобус биреп тамашачыны театрга китерү арзанракка төшмиме ул коммерция яктан да, театрның үзе барганчы? Һәм дөресрәк юл түгелме? Юк, монда бит әйтелде, монда максатлар беренчедән җан өрдерү. Бу менә яңадан ачылган мәдәният йортларына җан өрдерү. Икенче яктан сез биргән сорауга минемчә андый ук шик булырга тиеш түгел, чөнки барыбер Качалов театрымы, безнең театрымы, Тинчурин театрымы, опера театры булсынмы, барыбер аның үз бинасы, үз аурасы бар, анда тамашачы барыбер анда да барырга тырышачак минемчә. Аннары театрга кызыксындыру, театр белән таныштыру, бу туп-туры ниндидер юл салу дип әйтер идем. Мәсәлән, шул Константиновкадагы яшәүче тамашачылар бер мәртәбә безнең спектакльне күреп, алар biz hozir tегендә дә барып карыйсы иде. Минемчә, халык тамашачының аңы җитәрлек. Вот на примере ДК Саид Галеева. В ДК Саид Галеева несколько народных театров существует, любительских. Вот для них это будет мощнейший импульс для развития, увидеть мэтров нашей театральной сцены. Самые лучшие образцы, которые есть возможны, да, ну, мы видим то, что театр Камала приедет в Дербышки, ну,
точно для любительского искусства это будет как планка высокая для того, чтобы они могли видеть лучше просто, как работает постановочная часть, как работает актер непосредственно на сцене, как закулисье устроено. Это же очень важная задача на самом деле. Не только концертную деятельность развивать, но и любительское творчество. Я думаю, это ключевой момент. А в части автобусов, ну здесь доступность, то, что площадка развивается еще и как концертная, как возможность постановки спектаклей. Мат, ай. Азат Скандарович, вопрос вам. Вот здесь написано, что территориальную локацию, ну, учитывали территориальную локацию и как бы саму местность. Как вообще проходила эта работа? То есть руководители театров приезжали там или им как-то предоставляли, говорили, вот вам, вы здесь можете, вы здесь. Как это проходило? Хороший вопрос. Это очень было просто все. Мы собрались за большим круглым столом, все вместе, руководители театров, главные режиссеры, плюс руководители площадок. Это был большой круглый стол, на котором мы все вместе друг другу задали вопросы, каким образом мы могли бы сделать такое важное событие и на какие вещи сделать акценты. Вот на этом круглом столе как раз вот и обсуждались вопросы любительского творчества и профессионального искусства. Профессионалы показывают свои спектакли, любители видят, как это все делается и получают импульс. Плюс местные жители получают качественный культурный продукт, если вот казенным языком говорить. Именно так это происходило. Ну и дальше уже рабочие встречи непосредственно с каждой площадкой, потому что у каждой площадки есть свои особенности. Вот Фарид Равкатович, мне кажется, пояснит, как вот... Нет, но действительно, например, Саид Галеева в Дербышках, это очень древняя площадка. Там есть круг, допустим, туда можно полноценно вести спектакль. Мы даже вот обсуждали, да, штанкетное хозяйство. То есть практически мы можем вести туда даже голубую шаль. Да, по пространству она нам подходит. Но мы не повезем, конечно, голубую шаль. Мы хотим, чтобы на голубую шаль приезжали. Слишком много народу, там занято было около 100 человек. Да, а по поводу декорации по свету не будет ограничено? То есть все полноценно Нет, ну, будет? конечно же, все учитываться будет, потому что вы же понимаете, что, например, даже габаритную декорацию не все дома культуры оснащены такими, как это, нет, не только само размеры пространства, а туда внести декорацию. Например, в ДК Ленина нет возможности внести крупную габаритную декорацию. То есть я думаю, что даже вот эта задумка, она вскроет одновременно проблемы, я думаю. Потому что, вот я же говорю, в ДК Ленина, например, нету возможности вносить более габаритные декорации. Ремонт прошел. Вот Фарид Равкатович как раз вот и поднимает эту проблему. Когда мы делали ремонты, мы старались учесть все возможности, даже консультировались. И вот, например, по культурному центру «Сайдаш» прям были консультации, идеально, непосредственно прям идеально. с театрами, прям, да, каким образом делать объемники, заезды, да. Вот в ДК Ленина Парковки. Да, в ДК Ленина, например, тоже организован заезд специально для декораций, да. Но большие сверхобъемные декорации мы, конечно, оттуда занести не можем. Но зато мы можем там иметь внутри большие объемники, где можем складировать дополнительные ресурсы. Или гримерки там очень хорошо организованы. То есть каждая площадка, она рассматривается индивидуально. Вот культурный центр Залесный тоже, да, небольшой совершенно ДК на 150 человек зал, но там тоже будет адаптирована сцена, и понятно, где-то нет света в полном объеме, там где-то будет добавляться, где-то нет звука, а где-то есть, наоборот, хороший звук, хороший свет, но там другие проблемы есть. То есть каждая площадка в любом случае будет приспособлена. Это очень важный процесс. Мы ездили с 2 лягушками, ставили вот так вот их на сцене. Поэтому на самом деле, может быть, это и не столь принципиально важно. Потом для актеров, для театра самого это всегда дополнительная некая такая творческая и импульс, чтобы приспособиться, да, к тем условиям, в которых вот в данный момент нужно сыграть спектакль. Это дополнительно дает какую-то энергию продукту, да, чтобы он как-то по-новому сыграл. И так обычно и происходит. А прошу прощения, у актеров сколько времени есть, чтобы адаптироваться вот на новых площадках? У них там сколько, месяц, не знаю, еще же параллельно здесь работать нужно, у себя в театре.
Ну так вот в этом вся и прелесть, то есть это импровизация. Ты выходишь на ту площадку совсем с другим светом, совсем с другими входами и выходами, совсем с другой дистанцией между зрителями. И поэтому я говорю, спектакль обретает совсем другой ракурс, другую жизнь. Это замечательно. Гастроли всегда замечательны. Но вот тут... Вот этот творческий процесс, о котором Фарид Рафкатович говорит, он на самом деле разнообразен. То есть каждый театр применяет свои технологии. Кто-то представляет моноспектакль. Вот Фарид Рафкатович говорил о премьерном показе фактически нового спектакля Да, Хушаулам. Будет, например, спектакль с участием у Качалского театра, народной артистки Романовой. У каждого театра своя специфика, и каждый готовит интересные программы. Более того, мы не будем останавливаться на этом, на самом деле. Если успех нас будет ожидать, а мы уверены, что будет ожидать успех, мы, конечно, к этой истории обязательно добавим и академическое, музыкальное искусство. Мы провели переговоры и уже и с оркестром «Ля Примавера», и с центром Софии Губайдульной, который имеет тоже оркестр. Интересная эта история, на самом деле, будет иметь продолжение. Это пока вот старт большого пути, который хорошо вписывается и в национальный проект «Культура». Вот Дамир Данилович об этом говорил, о больших гастролях. И репертуары театра у нас достаточно широкие, то есть они позволяют в зависимости от той площадки подобрать именно тот спектакль, да, ту постановку, которая необходима. В то же время хочется сказать, вот если говорить о республике, да, вот сейчас уже реализуется проект, когда государственный ансамбль песни и танца, да, это вроде ансамбль из 120 человек, требования к сцене, к зеркалу сцене, они значительные, но в то же время он успешно провел серию гастролей в сельских домах культуры Кукмарского района. И, кстати, да, довольно успешный эксперимент, и он позволяет говорить о том, что, в принципе, приспособиться можно к любой сцене, было бы желание. Рахмат. Но потом еще ведь будет задействована детская аудитория, юношеская аудитория, что немаловажно, особенно вот в этих вот локациях, да, которые люди, как бы которые лишены возможность и пожилые. Но приехать. вот сейчас же тоже это такой вопрос очень серьезный, как досуг молодым, с молодыми что делать, с молодыми ребятами что делать, с молодежью что делать, да, именно которые проживают вот в этих локациях. Не в центре Казани, не как бы, а вот там. Поэтому и тюз русский, и тюз татарский, и Акия театра, аларда шаклар, аларда өзләрнең спектакльләрен күрсәтәчәкләр. Мне кажется, это действительно грандиозная идея сама по себе. А все, что касается практики, ну, это не так все сложно на самом деле, мне кажется. Это уже такие детали. Самое главное, что вот идея действительно глобальная идея. Мы таким образом как бы насыщаем культурными проектами, во всяком случае, пока вот территорию Казани. Но это здорово, потому что я опять же, я не потому, что там тоскую по советским временам, но я помню, как это все было. В каждом доме культуры был народный театр, наши актеры там преподавали, они режиссировали, делали спектакли в ДК Ленина, в ДК Химиков, везде были татар коллективлары бар иде, халық театрлары бар иде. И шуңа карамастан тамашачы кимемәде, тамашачы наоборот күбәйде. Это поэтому... Действительно, в этом смысле мы объявляем войну, в хорошем смысле слова, да, культурным центром, торговым центром, потому что даже у нас одно из рабочих названий было этого проекта «Театр в массы». Да, это когда вот мы мониторили ситуацию, посещаемость крупных торговых центров составляет 20-30 тысяч человек за выходной день. Да, и вот другого выхода, как с самим культурным продуктом выходить к людям, да, вот что этот проект и показывает, в принципе, у нас нету. Да, и мы этим ресурсом, этой возможностью обязательно должны пользоваться. Ярыймы? Ничә мәдәният учреждениесе катнаша, каршы килүчеләр булмадымы? Һәм аерым алганда опера театры һәм симфоник оркестр катнашамы бу проектта? Әлеге вакытта алар әле катнашмыйлар. Безнең иң беренчедән
Азат Скандерович айтканча, КЦ Московскийда зур кеңешме булган иде. Ул менә шул театр җитәкчеләре белән, мәдәният йортлары җитәкчеләре белән һәм иң беренче булып без башта куйдык театрларны бүтән шәһәрләрдә урнашкан. Минзәлә, Этнә, шулай ук Азат Скандерович әйткән иде. Ләкин шул ук вакытта бу идея арта бара. Без уйладык бөтен хөкүмәт театрларын бу проектка кертергә. Һәм Азат Скандерович әйткәндә, киләчәктә без уйлыйбыз, бу проект уңышлы булса, ләкин белергә кирәк, чөнки менә опер театрына анда таләпләр алар икенчерәк, алар катлаулырак. Шуңа күрә монда әзерләнү һәм чыганаклар ягыннан да алар күбрәк булырга мөмкин. Һәм шуның өчен инде иң беренчедән без хәзерге вакытта театрлар белән бу проектны эшлибез. Рахмат, сорау өчен. Ая? Да, давайте. Халил Шамиль, Татаринформ. Но в Советском Союзе уже был такой опыт, когда культуру в массы бригадами выезжали в поля и на заводы, и в воинские части. Не будет ли вот такое в будущем? Не по ДК ездить, а вот непосредственно действительно в массы? В воинские части выезды и сейчас осуществляются. Да, то есть есть подшефные муниципальным районам части, где служат, как правило, еще жители Татарстана, и подшефный муниципальный район ежегодно, это вот прям отдельный проект, ежегодно осуществляет выезды. Даже на зонах выступали мы. Да. Поэтому я не знаю, как это будет, не будет возобновляться. В данном случае надо, мне кажется, разделить эти направления деятельности. Вот есть история с любительским, самодеятельным творчеством, искусством. Там тоже есть прекрасные образцы. Есть история массовой культуры. У нас есть замечательные праздники, замечательные мероприятия. Ну, в Казани точно есть. Да? Начиная от литературных двориков, литературно-театральных, поэтических встреч, по месту жительства непосредственно. А есть история профессионального искусства, которая вот сейчас находит реализацию вот в таком виде. Я думаю, это чуть-чуть другое направление, хотя оно тоже имеет право на жизнь, и оно будет развиваться, я более чем уверен, потому что вот такая практика выезда в трудовые коллективы, она есть. Ну, по крайней мере, казанские коллективы точно там выступают и регулярно, скажем так, встречаются и вот по месту запроса, скажем, таким образом. Хочется добавить, что ведь у нас еще есть реестр народных театров, и он уже в республике достиг около 100, по-моему, 90 с чем-то. И интерес к этому растет, то есть заявки ежегодно, ежемесячно поступают. Вот. И если говорить о развитии этого проекта, я думаю, вот вариант народных театров, он также может быть рассмотрен для продолжения, для выступления, как самодеятельное творчество, конечно. А вот вы говорили по поводу любительских театров, для которых большой опыт будет, и когда профессионалы приезжают к ним в ДК, да? А вот не возникала ли идея, чтобы любительский театр приехали на профессиональную сцену, в Камалский театр, допустим, там, в Качаловский, и чтобы они поработали, попробовали, впитали вот эту атмосферу настоящей сцены? Bu var, Фәрит Рафкатович. У нас был такой проект, мы даже запустили 3 самодеятельных артистов, они играли, мы репетировали с ними в «Голубой шале». Ну коллектив театра к нам приезжает, во-первых, у нас Проект Идельерт. да, крупный проект Идельерт, победитель выступает на наших площадках. Да. Нет, на наших площадках. Да, она предоставляем. Да. Не знаю, как в Качалском. 8 месяцев довольно длительный срок. Хотелось уточнить, как с мероприятиями будет, с городскими, там это все параллельно проходить. И вопрос, летом все-таки будут востребованы более открытые площадки. Как это вы рассматривали этот вопрос, может быть, делать и... Мы как раз вот обсуждали тоже с коллегами, да, мы поэтому пришли к мнению, что это будет март, апрель, май, половина июня, вторая половина августа, сентябрь, октябрь, ноябрь. Но это рамочное соглашение, да, оно может корректироваться, и
вот все билетное хозяйство будет реализовываться либо по месту проведения мероприятия, на площадке доступны билеты, либо непосредственно в театре, который гастролирует на данной площадке. То есть мы будем формировать единую афишу, еженедельно ее обновлять, формировать вот этот репертуарный план, и дальше уже билетное хозяйство будет реализовываться именно таким образом. На площадке проведения или на площадке, кто гастролирует. Да, вот у тех коллективов, у которых онлайн-продажи осуществляются, практически у всех они осуществляются, да, можно будет онлайн приобрести билеты. Слышно? Да, слышно. Везде мы уже размещаем наш репертуарный план, и, например, там число 9 марта, там конкретно будет указано, что спектакль Хушаулым в ДК Саид Галиева во столько-то. То есть зритель может купить даже билет онлайн и поехать из Казани туда. Потому что на сегодняшний день на Хушаулым трудно достать билет, малый зал, 50%. Поэтому мы сейчас его очень часто играем. Главное, чтобы не перепутали, да. В смысле? В Камал приехали, да, а именно туда. И это обязательно будет. Это будет. Это будет обязательно. А как без этого? Рузилай. Бу программанын бюджеты бармы? Татарстаннан, Казаннан читтеги театрларга килүү үчүн ниндейдир бир бюджет берилеби? Күттім бұл сұрауына. Ярты сағат отырабыз, ақша бойынша бір сұрау да болмаған еді. Бұл проект Улдырыстан да мұнда экономик яғы бар, ләкин социаль яғы да бар. Мәсәлән, зур театрлар үшін, Камал театрлар, кебек театрлар үшін бұл проект ул күбрәк социаль яктан карала. Ләкин шул ук вакытта, мәсәлән, безнең Кореев театры, аның мөмкинлеге кеше утырту. Мәсәлән, Ленин мәдәният йортының үзәгенең 2 тапкыр күбрәк. Димәк, бу театрга алар экономик яктан аларга ничегендә әйтим? Файдасы күбрәк тия. Ә менә Буа, Минзәлә, Әтнә, аларның театрлары өчен анда инде бюджет акчасы каралмаган. Ул менә шул гастрольләр театрларның гастрольләр кысаларында гына булган акчалар. Каралган бюджетта 15%, по-моему, шул нигә. Ну менә шул гастрольләр, ул һәр театрның гастрольгә акчалар була, тик шул акча кысаларында гына. Ә менә бүтән инде билет бәясе ул менә шул нинди мәйданчык шул исәптән торачак. То есть бюджет театра непосредственно заложен был, да? Ну, Да, на русском тоже скажу. Да. Проект осуществляется в рамках тех средств, которые в театре предусмотрены на гастрольную деятельность. То есть в настоящее время отдельных финансовых средств на реализацию проекта они не предусмотрены. И цена билета как раз-таки будет составлять в зависимости от степени удаленности, от технической возможности, от количества мест, да, которые можно будет в соответствии с требованием Роспотребнадзора. То есть он будет вот такой оптимальный. И как бы еще раз повторюсь, социальная составляющая здесь, она, наверное, в большей степени преобладает, потому что действительно не каждому театру это удобно, да, и многие театры, у них как бы именно социальная составляющая берет верх в реализации этого проекта. ДКлар аренда алачакмы? Даже это не аренда, вот совместная реализация билетов, это и есть тот бюджет, который, в принципе, вот он и реализуется. То есть килешу тезеле, хам шул килешу ишиндә инде барлык мөмкинлекләр каралачак. Директорларга бирергә кирәк бу сораулар. Менә белмим, 50/50 Разные технологии применяются. Где-то совместная реализация билета, где-то совместное проведение мероприятий, так называемое, да, что соответствует самой вот нижней планке, что возможно сделать на площадке. Ну, там очень доступно все на самом деле.
Мы это обсуждали как Индивидуальный раз на подход круглом к столе. каждому театру. Он Потому что, отдельно будет, например, каждому площадка ДК. ДК Ленина — это 750 мест вместимости. Это больше, чем некоторые театры имеют свои зрительные площадки. Больше, чем русский Да, театр, больше, есть, чем татар. есть маленькие совершенно площадки, 150 мест ДК Залесный, например. Конечно, не сравнить объем и местоположение. Или вот Красная Горка, небольшой совершенно ДК, казалось бы, да, там 300 мест, но вот 150 сейчас доступно будет. Конечно, там совершенно небольшая плата для того, чтобы они вместе нашли возможность. А где-то и возможность, что вообще прям будет минимально. Так, ну, в этом году будет перепись населения, и может быть политически верно, если, допустим, со спектаклями заехать к соседям, где проживают компактные татары в том числе. Куда что не попал? Ну, в этой части нет. к соседям Спасибо, заехать, к соседям спасибо за заехать. вопрос. Он очень уместный. Просто в настоящее время в рамках переписи разрабатывается совместно с Всемирным конгрессом татар отдельная программа, которая включает в себя не только гастроли наших творческих коллективов, а также встречи с писателями. Более обширная программа в этом году планируется проведение сабантуев, да, в регионах и в местах компактного проживания татар. То есть эта программа, она разработана, и она отдельно будет реализовываться от этого проекта. Спасибо за вопрос. Рахмат, да. Вопросов, да? Как Татаринформ Дмитрий Смирнов, Магариф. Первый вопрос о репертуаре вот конкретный. Что, где, когда, как в передаче? Он уже на какой срок определен? Март месяц точно, хотя март тоже будет дополняться, вторая половина марта. И сегодня, да, март уже определен, апрель тоже уже сформирован. Более того, есть уже ряд спектаклей, которые на сентябрь даже запрограммированы. Но устойчиво можно говорить про март. А вот афиша, то есть которая на КЗН.ру, она есть уже, да? Сегодня после обеда она будет выложена. И в министерстве, я так понимаю, ну, Мы используем все да. возможности, все наши ресурсы, и, наверное, на месяц будем стараться, да, выкладывать, то есть в феврале на март. Я думаю, такую таким систему образом, то есть на месяц будет репертуарный план, плюс еженедельный, наверное, анонс дополнительный будет. Вот таким образом мы договорились. Ну, в принципе, на март-апрель уже можно. А когда будет можно покупать билеты? Ну, например, Уже на открыты апрель. продажи, в принципе. Все можно, да? Да. Это. И скажите, если есть, ну, по возможности в ДК, где есть онлайн-продажа, то есть онлайн-продажа. То есть там можно уже приходить и на март покупать, я непосредственно правильно на саму понимаю? площадку прийти, можно прям купить. В кассе. То есть некоторые эти еще там вот на аншлагах, но, например, пожилое поколение, оно же не всегда владеет интернетом, не у всех есть дома. То есть будут вот на аншлагах, прямо на афишах, прямо перед ДК информация о том, что вот такого числа, такой спектакль, такой театр. Именно таким образом будет информироваться. Более того, мы сейчас единый брендбук фактически сделали. Да, там у нас конкурсная комиссия в настоящее время решение примет, я думаю, в ближайшие несколько дней. Это будет под единым брендингом все сделано, упаковано для того, чтобы узнаваемость проекта была и чтобы люди понимали, что речь идет именно о площадке ДК, чтобы люди не перепутались, да, не приехали в театр Камала неожиданно. Перепутаются? Здесь нам ваша помощь здесь нам тоже очень важна, на самом деле. Да, я поэтому и спрашиваю, когда можно ли эту афишу опубликовать уже как бы на ближайшие максимально хотя бы, короткие сроки. чтобы это. И еще-то технический тоже есть, можно, да, еще вопрос. Вот смотрите, вот в ДК, например, ну, то есть я как поклонник, например, Камаловского театра, с одной стороны, но с другой стороны в ДК Саид Галеева я никогда не был. И не знаю, ну, в смысле, я знаю, где находится, но не был. Там вот, но мне нужен переводчик. Там будет перевод какой-то синхронный. Да. Технические возможности У нас есть выездная комплект, мы всегда вывозим с То есть собой. там будут И на наушники большие вот так же конечно, раздавать, да? Вот конечно, все конечно. точно так же. Да. И еще хотел уточнить вот по поводу, вы сказали, цену на билет. То есть она как-то все-таки от 300 до 500 будет? Или она варьироваться будет все-таки от площадки? Она будет варьироваться от площадки. Да, то есть она может Она быть больше зависит 500 рублей. от многих факторов. То есть если 50%, например, наполнения, и зал, вот как в Залесном маленький, 150, то там может быть и выше. Конечно. Да. Угу, понятно. А там, И где большой зал, может быть дешевле.
И последний вопрос, вот там, ну, судя по тому, что в списке присутствуют вот там и ТЮЗ, и там кукольный театр, и вот все там детские театры, то есть детских спектаклей именно какой, я не знаю, как можно сказать, какой процент, что ли, будет именно детский, от общего репертуара там, или доля, или как вот можно как-то обозначить? Вы знаете, вот цифру такую тяжело назвать, но можно ее вычислить вместе. Да? Вот 17 творческих коллективов, из них 13 театральных. Вот 13 театров, соответственно, из них 3, вернее, да, один детский театр «Океат» получается, да, причем театр «Океат» и русскую часть спектакля везет, и татарскую часть спектакля, и 2 театра юного зрителя. Да. Да, то есть насколько... Сложно нам, наверное, сейчас Сложно. сказать, потому что и в Камаловском театре есть Да, мы детский постановки спектакль везем, да, для детских. в Ирбышке, например. Хороший вопрос, мы посчитаем. Спасибо. Срауларыңыз большое, болмаса, что рахмат. Так помогаете освещать такой еще важный проект. Наверное, еще будем на площадках встречаться. Приходите. Спасибо. Рахмат.